С наступлением пожароопасного сезона у сотрудников авиалесоохраны начинается в прямом смысле слова «жаркая пора». В зоне их ответственности территория более 70 миллионов гектар. Сейчас на большей территории наблюдается третий класс пожарной опасности, поэтому экипажи авиалесоохраны совершают ежедневные облеты и мониторинг. Ежедневно здесь, в диспетчерской службе, мы назначаем кратность патрулирования в зависимости от класса пожарной опасности, какой находится на территории республики. Вот на сегодня третий класс пожарной опасности – это у нас город Якутск, но, естественно, прилежащие рядом районы – это Усялдан, Намцы, Мегино-Кангаласы – третий класс пожарной опасности, в Покровском, в Хангаласском районе тоже третий класс, и по Вилюйской группе тоже третий класс пожарной опасности. То есть патрулирование будет проводиться ежедневно. С повышением класса пожарной опасности увеличивается и количество полетов на патрулирование. Каждый день летчики-наблюдатели составляют план полетов, готовят маршруты. С недавних пор штат летчиков-наблюдателей был увеличен, и более опытные коллеги инструктируют и помогают в практике молодым. По нашему авиапатрулированию маршруту, если патрульный маршрут, получается 3. Сегодня будем летать на обратный маршрут. Будем смотреть Мегино-Кангаласский, Усалданский, Намский и городской округ. Будем летать со стажерами. Сегодня пришли летчики-наблюдатели. И вот сейчас у вас штурманский план. Делаем маршруты, ставим задачи, магнитный курс, предварительный. И будем, если найдем пожары, там уже будет выброска парашютистов. Перед каждым вылетом парашютисты пожарные проверяют оборудование и в первую очередь, конечно же, парашюты. Укладка парашюта занимает порядка 40-45 минут, но это тот процесс, где торопиться не нужно. Каждый из нас отвечает за свой парашют, и у каждого свой личный парашют, за который он отвечает. Я работаю тут 3 года. 1 год проработал как сезонник, контрактником. Потом мне предложили вакансию. И я поступил на официальную уже, на парашютиста. За 2 года у меня где-то 32-33 прыжка. Всего в якутском авиаотделении авиалесоохраны работает 555 человек. Сейчас 50 из них оказывают помощь коллегам в Хабаровском крае. Как только соседи снимут режим чрезвычайной ситуации, парашютисты пожарные вернутся в республику и будут готовы вылететь на тушение пожаров на подконтрольные территории. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.